В лидерах Емва, Инта и Усинска. В аутсайдерах по числу голосов Воркута, Ухта и Сыктывкар. Таковы промежуточные итоги федерального проекта формирования комфортной городской среды. К слову, в этом году в Коми благоустроят победителей 2023-го. 72 общественных и 50 дворовых территорий. А вот какие объекты в столице региона вполне возможно преобразятся уже через год, расскажет Анна Зубарева. Заасфальтировать тротуар, обустроить пешеходный переход, убрать засохшие кусты, поставить урны и скамейки. Такие планы на этот отрезок вдоль Октябрьского проспекта от улицы Малышева до улицы Печорской. Пешеходная зона участвует в этом году в голосовании по проекту формирования комфортной городской среды. Главная задача – сделать общественное место удобным и безопасным. Березы растут, можно было прибрать, парк сделать, скамейки поставить, урны бы были. И людям бы приятно. Идут с работы, сели бы, отдохнули, бабушки бы гуляли. Потому что в самой орбите вот начинаются одни сплошные застройки, дома. А вот и лидер по числу голосов среди столичных проектов – площадка за Дворцом творчества. Ей даже название уже дали «Лучшее место». Но чтобы его оправдать, придется сначала поработать. Обновить асфальт, установить современное освещение, поставить детскую спортивную площадку с мягким покрытием для занятий волейболом и баскетболом. Площадка, безусловно, будет востребована. Во-первых, потому что в городе, в принципе, не хватает локаций, где дети могли бы провести долгое время в одном месте. Здесь же ребенок может запланировать не только посещение кружков, но и потом... После того, как посидел, еще и побегать. В 2023-м на выбор общественности представлены десятки общественных мест в 9 муниципалитетах. Голосование стартовало 15 апреля и продлится до конца мая. Сегодня набрано больше 30 тысяч голосов. В этом году рассматривается возможность выделения доп. Финансирования на дворовые территории, потому что мы считаем, что это очень важно для жителей городов, когда непосредственно рядом с их домами подъезды к их домам, пешеходные дорожки приводятся в нормативное состояние, и человек может комфортно перемещаться непосредственно до своего дома. Всероссийское онлайн-голосование проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». С 2019 года он уже доказал свою эффективность. Я очень довольна тем, что это, как говорится, люди сами принимают участие. Местное самоуправление сами решают, что им нужно. Не навязывают сверху, а сами решают. Так и решили. И ведь ничего потом не оспоришь. Это решение людей. В Сыктывкаре в этом году в проекте участвует 18 территорий. Свой выбор, какую из них благоустроить в первую очередь, могут сделать все россияне в возрасте от 14 лет на сайте 11.городсреда.ру, через портал госуслуги и приложение «Волонтер». Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.